Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Глава правительства поздравил участников заседания с назначением и напомнил, что это серьезная ответственность. Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая четко и эффективно, добавил Мишустин. Также Мишустин призвал коллег внимательно отнестись к достижению обновленных национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036, а также к реализации послания президента Федеральному собранию. Отдельно председатель правительства поблагодарил Совет Федерации и Государственную Думу. Дискуссии по утверждению членов правительства были публичными. Затрагивались многие острые вопросы на встречах в комитетах и во время пленарных заседаний. Михаил Мишустин попросил членов правительства внимательно отнестись к прозвучавшим в Госдуме предложениям. Он также напомнил о поручении президента определить в ближайшее время финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса. В Ингушетии началась реализация социального проекта «Переливая надежду», сообщили в Министерстве молодежной политики и туризма. Инициатором стал Мустафа Гамкартиев, а грантовую поддержку оказало Федеральное агентство по делам молодежи. Проект призван популяризовать донорство крови среди жителей республики и повысить их осведомленность о значимости этой деятельности для спасения жизни людей. Мустафа Гамкартиев рассказал, что идея проекта зародилась из-за необходимости увеличить количество доноров в Ингушетии, что в свою очередь поспособствует улучшению качества оказываемой медпомощи. В рамках проекта планируется организация регулярных донорских акций, информационно-просветительских кампаний для представителей молодого поколения и образовательных мероприятий для потенциальных участников донорского движения. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию во втором чтении законопроекта, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей, сообщил глава комитета Василий Пискарев. Законопроект был внесен в Госдуму правительством в сентябре 2022 года и принят в первом чтении в ноябре. Как пояснил депутат, это может происходить в случаях, когда пенсия несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, поступает на счета их родителей, усыновителей или опекунов. Когда эти люди не могут расплатиться с долгами, пенсия инвалида оказывается незащищенной при проведении исполнительных процедур, указал Пискарев. По словам главы комитета, принятие закона поможет восстановить справедливость в отношении наиболее уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в защите. В Назрани проводится работа по ликвидации стихийных свалок. Административная комиссия привлекла к ответственности и оштрафовала 23 правонарушителя, которые выставляли мусор на улице Победы. Работа по установке видеокамер, начатая летом прошлого года, привела к хорошим результатам. В мэрии сообщили, что жители муниципалитета прекратили выставлять пакеты с мусором у обочин дорог. Они активно начали заключать договоры с ресурсными организациями на вывоз и пересмотрели свое неподобающее поведение. Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты, заявил президент Владимир Путин. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер и рост благосостояния наших граждан, добавил Путин. По его словам, сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Президент подчеркнул, что качественные изменения в экономике невозможны без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Чтобы этого добиться, необходимо внедрять достижения науки и инноваций, а также заниматься подготовкой грамотных специалистов, сказал Путин. Подводя итоги 2023 года, Путин заявил, что по показателю ВВП по паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться. Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий иноагентам выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней, быть доверенными лицами и наблюдателями. Сенаторы одобрили пакет поправок, которые вносятся в том числе в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, объединяющий в себе все ограничения для иностранных агентов. После внесения изменений в нем будет говориться, что иноагенты не могут замещать должности в органах публичной власти, в том числе выборные должности государственной гражданской службы и муниципальной службы. Поправки обязывают людей, решивших участвовать в выборах, прекратить статус иностранного агента. Если окажется, что у зарегистрированного кандидата есть статус иноагента, это станет основанием для отмены регистрации судом. В законопроекте также говорится, что гражданина могут лишить статуса депутата и сенатора досрочно в случае признания его иноагентом.
Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним по всей стране, сообщил Вячеслав Володин в телеграм-канале. По его словам, среди молодежи каждый второй употребляет энергетики. В возрастной группе 18-24 года эта доля составляет 53,2%, в группе 25-29 лет – 49,7%. Во многих регионах уже установлены ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена, отметил Володин. По его словам, 90% опрошенных о введении запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне посчитали такие ограничения необходимыми. В 2026 году в России начнет работать автоматический расчет налоговых вычетов, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В настоящее время для получения налоговых вычетов необходимо собирать справки и направлять их работодателю. 19 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в налоговый кодекс, которые предусматривают единый налоговый вычет для вложений на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, взносов в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов также заявлял, что в России необходимо устранить схемы занижения налоговой базы по НДФЛ. О необходимости создания стабильной и справедливой системы налогообложения в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил президент Владимир Путин. Сегодня отмечается Международный день семей. Праздник был провозглашен Генассамблеей ООН с целью укрепить роль семьи и привлечь внимание общественности к защите интересов семьи и семейных ценностей. В 2024 году эта дата отмечается в 31 раз. У Международного дня семей даже есть своя эмблема. Она представляет собой зеленый круг, в центре которого проходит красная линия, повторяющая очертания сердца под крышей дома. Изображение символизирует дом, в котором царят любовь и взаимопонимание. Тема Международного дня семей в 2024 году – благополучие семей и изменение климата. Таким образом, планируется повысить осведомленность населения об изменениях климата и общественных инициатив, которые могут содействовать защите планеты.